Башкортостан занял второе место в стране по количеству поданных заявок на конкурс президентских грантов. От республики было отправлено 516 заявок. На первом месте Белгородская область, у нее 563 заявки. Обсудим подробно сферу НКО прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Гузель Кадырова, главный специалист ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Гузель, здравствуйте. Здравствуйте. Второе место. Как вы оцениваете такой результат? Второе место по стране – это, конечно же, очень хороший результат. Мы последние конкурсы по президентским грантам, их проводятся, вот напомню, 2 конкурса в календарный год, и мы находимся в лидерах по подаче по количеству поданных заявок. Вот сейчас мы находимся также и на первом месте в Приволжском федеральном округе. После Республики Башкортостан на втором месте идет Республика Татарстан. От них было подано 272 проекта. А потом уже на третьем месте следом идет Самарская область. От них было тоже подано чуть больше 200 проектов, 242 проекта. 516 заявок. Вот на сайте конкурса президентских грантов сейчас опубликовано около 400, да, мы можем оценить их, но все-таки превалирующее число по каким направлениям и на что просит НКО деньги? Вот хотела немножко сказать про то, что почему на сайте сейчас находится чуть меньше заявок, чем было заявлено официально фондом. А фонд президентских грантов вчера объявил, что кто находится в лидерах: Белгород, Башкирия и дальше. Вот, на сайте всего лишь 450, по-моему, вот я смотрела сегодня, потому что в течение 5 рабочих дней идет уже модерация всех поданных заявок. То есть они проверяются на наличие каких-то ошибок, технических ошибок, которые могут возникнуть у НКО при подаче этой заявки. Вот, и если рассматривать вот эти поданные заявки, которые уже опубликованы на сайте, то большинство из них направлены на сферу социальной поддержки, охраны здоровья граждан, здорового образа жизни, и затем у нас идет поддержка науки, просвещения и поддержка проектов в сфере образования. На ваш взгляд, какое влияние оказала пандемия коронавируса на сами заявки? Сами заявки? Да, некоммерческие организации, они больше стали участвовать в грантовых конкурсах, потому что их какие-то источники не доходов, а источники, на которые они содержали свое НКО, они сократились из-за пандемии коронавируса. Допустим, какие-то жертвователи ограничили свои пожертвования, и поэтому они больше надеются теперь на грантовые средства, где можно запросить бюджетные средства на какой-то свой определенный проект. Поэтому заявок стало больше. Ну а если рассматривать какую-то вот текущую деятельность каждой НКО, то что-то переходит в такой онлайн-режим, либо какие-то крупные мероприятия, они становятся чуть меньше, там было 100 человек, сейчас приглашается чуть меньше человек, либо это все проводится в Zoom, либо онлайн. Поэтому пандемия на них повлияла вот таким образом. Мы знаем, что за годы работы единого федерального гранта-оператора НКО в Башкортостане было получено более 500 миллионов рублей. Да? Считаете ли вы, что это предел, и вот такой результат, тоже ваша оценка? Ну, конечно, это не предел, потому что с каждым конкурсом у нас количество федеральных денег с этого гранта-оператора, оно увеличивается. Вот, например, этот грант-оператор, он был создан в 2017 году. До этого средства распределялись 6 или 7 большими фондами московскими федеральными, а сейчас он у нас один. Если в 2017 году у нас привлеченных средств в Башкирию было, наверное, около 15 миллионов, то сейчас уже, если смотреть на 2021 год, 2 конкурса у нас прошли, то там уже цифры на порядок выше, это 121 миллион, и среди победителей 123 проекта. Если мы говорим о том, что вот НКО по доверию к грантовым конкурсам, да, на первом месте в ПФО и на втором по стране, то о чем это говорит, в каком состоянии в целом находится отрасль, да, и какое влияние это оказывает на социальную сферу? Отрасль находится... Вообще у нас в Республике Башкортостан более 5000 зарегистрированных НКО, но из них, к сожалению, только какая-то часть, наверное, даже 1/5, 1/6 часть, вот 600, 700, 800, даже до 1000 организаций ведут какую-то свою активную деятельность. У них есть вот эта вот текущая деятельность, они реализуют какие-то проекты, и они что-то делают. Вот. И сейчас они
понимают, что возможно получить вот эти федеральные средства, если написать свой проект. Но проект он должен быть очень продуманным, и в чем мы помогаем как раз некоммерческим организациям, помогаем написать им проекты, оформить заявки. Но у представителей НКО это все должно быть не только вот в проекты, от проекта до проекта жить, но у них должна быть еще какая-то своя работа, то есть если они выиграли грант, они его воплощают, если не выиграли грант, то все, организация стоит. Ну, такого быть не должно. Как бы философия некоммерческих организаций этому противоречит, потому что это направлено на социальную сферу, на некоммерческую, вот в основе своей лежит. Ну вот у вас очень большой опыт. Какие рекомендации вы можете дать НКО, как жить, если не получили грант, да, и как жить в ситуации не от гранта до гранта? Сейчас очень много, и если мы не берем президентские гранты, то есть и другие фонды, куда можно подавать заявки. То есть они... Например, фонд Потанина. Они поддерживают и текущую деятельность, и развитие сотрудников некоммерческих организаций, потому что президентских грантов этого нету, к сожалению, пока что. Но в очень маленьком количестве проектов уже у опытных НКО только это есть. Либо это, если не смотреть вот федеральные вообще конкурсы, да, это могут быть, вот откуда они могут привлекать средства, это, конечно, какие-то благожелатели или какие-то спонсоры, потому что у крупных организаций у них есть всегда какие-то программы, это благотворительные программы, которые реализуются посредством НКО. Ну и вообще остановка это означает смерть для такой организации, потому что в любом случае доверие вызывают те, кто, исходя, понятно, какие бы ресурсы не были, но если организация она выпускает проекты, то и такие как раз НКО и поддерживают. Как бы. Какие идеи вот вы могли бы отметить, да, интересные среди НКО? Если говорить о проектах, которые вот были поданы на нынешний конкурс, победители, кстати, объявят в январе следующего года, и мы очень ждем это время, как всегда, с замиранием сердца, посмотреть, какие все-таки НКО получат средства на реализацию. Сейчас, допустим, я знаю вот два проекта из Татышлинского района. Один проект направлен на продолжение проекта. Они уже выиграли этим летом, и они уже реализовали летом свой проект. Он называется «Шагаем вместе». Сейчас они подали проект, называется «Шагаем вместе 2». То есть они его усовершенствуют. Если раньше это проводилось, вот их проект, это ходьба со скандинавскими палками. Если это было только в райцентре, то сейчас они будут его расширять уже на весь муниципальный район. То есть будут привлекать жителей и других населенных пунктов. А кто аудитория? Кто получатели услуг? Это пенсионеры? Да, есть и пенсионеры, и просто люди старшего возраста, кто еще не стал пенсионером, скажем так. Какие еще есть интересные проекты по защите детства, да, по защите материнства, по отцовству, может быть, по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья? Второй проект, кстати говоря, у них направлен на пункт содержания технических, пункт проката и технических средств реабилитации, тоже вот из Татышлинского района. Это очень популярная сфера, именно вот социальная сфера. Такой проект, он подавался и от других районов тоже, и он обычно поддерживается, потому что в районах иногда не хватает какого-то пункта, где можно арендовать какие-то средства. Например, это могут быть костыли, какие-то ходули для... Коляски. Да, коляски. Это очень популярно, вот они тоже сейчас это подали. Есть ли какая-то башкирская специфика вот на конкурсе президентских грантов, в отличие от других регионов страны? Ну, я бы назвала, наверное, это каждая НКО. Вот последние годы у нас такой тренд намечается, что наши местные организации, не уфимские, вот большие, крупные, да, а именно районные сельсоветы, они подаются теперь на фонд президентских грантов. И они... И вот их отличительная черта – это вот желание вот направлено на развитие своих территорий. То есть у них есть их сельсовет, где есть у нас несколько деревень, поселков, и вот они развивают там. Вот, допустим, построить там хоккейную коробку, там же летом у них будет располагаться какая-то футбольная площадка или что-то такое. Мне кажется, это и
есть такое, что именно развитие сельских территорий. Ну, то есть и Малых многофункциональные такие Да. проекты, круглогодичные. Какие рекомендации вы можете дать жителям республики, как им сотрудничать с НКО и, может быть, оказывать поддержку в качестве волонтеров и так далее? Вот, судя по опыту, по-вашему. Ну, конечно, некоммерческие организации очень нуждаются в понимании и поддержке среди населения или среди своих благожелателей. Они с открытым сердцем и иногда безвозмездно делают добрые дела. И поэтому очень хочется, чтобы люди шли волонтерами в эти проекты, не боялись этого и видели возможности в этом. И, конечно же, помогали. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Гузель Кадырова, главный специалист ресурсного центра НКО, аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.